Наряду с народом свой гражданский долг выполнил и президент Алмазбек Атамбаев. Свой голос глава государства отдал на избирательном участке номер 1209 в профессиональном лицее номер 5 в Бишкеке. На голосование Алмазбек Атамбаев пришел со своей супругой Раисой Атамбаевой. Глава государства отметил, что Кыргызстан за 5 лет сильно изменился, и он хотел бы, чтобы он продолжал меняться только в лучшую сторону. По дороге вспоминал предыдущие референдумы, выборы. Вспоминал, как однажды в одном из районов Кыргызстана проголосовали 110% от числа избирателей. Был и такой факт. А сегодня в этом году я молю у Бога, чтобы на референдум пришли 30% избирателей, чтобы был пройден порог. И, конечно, есть беспокойство, но с другой стороны есть и огромная радость, потому что настолько страна изменилась, страна, в которой голосовали на референдумах, выборах всегда под 100%, иногда 110%. Сегодня мы думаем, чтобы хотя бы пришли 30%. Это кардинальные изменения в стране. Также было отмечено, что на сегодняшний день, к сожалению, есть факты подкупа голосов, но они сейчас расследуются Генеральной прокуратурой. Глава государства заявил, что подобных фактов быть не должно, и делается все возможное, чтобы в будущем предотвратить такие ситуации. Тут видно, что разруха, если будем думать, что только из-за того, что у кого-то нету 1000 сомов, это неправильно, потому что покупает-то человек, у которого, наверное, миллионы долларов, но у него разруха в голове еще страшнее. То есть вот эта разруха в головах людей, это итог падения той нравственности у народа, которая была на момент развала Советского Союза. Самая главная потеря и самая главная беда, которую принес нам Акаев, это то, что была развалена нравственность, было популяризировано фарисейство. Фарисейство, двуличие, воровство. А Бакиев уже как достойный ученик Акаева, он это уже довел до абсурда, до объединения с криминалом, с бандюганами. И, конечно, можно бороться и силовыми методами, и нужно бороться. На выборах сегодня присутствуют и наблюдатели, в число которых входят и представители международных организаций. Они, в свою очередь, отмечают прозрачность проводимых выборов и референдума. И сегодня мы уже с утра наблюдаем за выборами и за референдумом. Должен отметить, что то, что удалось сделать Центральной избирательной комиссии Киргизии, это мы как международные наблюдатели оцениваем очень позитивно, потому что электронное голосование минимизирует человеческий фактор, и ход голосования показал, что все идет нормально, все идет в соответствии с киргизским законодательством и законодательством мирового сообщества. Международными были и представители СМИ. Помимо отечественных телеканалов присутствовали и российские, которых интересовала ситуация с военной базой России в Канте. Не жалею ли, что мы вывели американскую базу? Я хочу еще раз повторить, что не жалею, потому что помню, прилетаешь в аэропорт Манас и видишь военные бомбардировщики, самолеты. Было неприятно на душе. Вроде приезжаешь в Бишкек, а оказываешься в совсем другом аэропорту. И по базе Кант, я думаю, люди должны знать, что срок аренды через 15 лет заканчивается. И люди должны знать, что предварительный договор заключен был между Бакиевым и руководством России на 49 плюс 25. Хотя вы знаете, что Бакиев сделал наоборот. В конце своей речи президент пожелал всему народу Кыргызстана мирного неба и долгой жизни в развитой стране, которой, как надеется глава государства, в скором времени станет Кыргызская республика. Зулайха Токчубаева, Бекназар Шермамбетов, Пирамида.